Привет! Приступим к рассмотрению программы нашей партии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Наша программа состоит из 10 шагов, и сегодня мы рассмотрим первый шаг. Он довольно-таки интересен, доступный, очень такой простой, так как я представляю Республику Саха-Якутия по одномандатному федеральному округу номер 24, Амосов Петр Ивольевич. Здесь необходимо отметить о том, что в начале 90-х, в середине 2000-х была захвачена, если простым языком говорить, ну а если на языке простом, вернее на законодательном, она была приватизирована и была передана в частные руки. Вот эти люди, которым было передано в частные руки, они сейчас называются богатые люди, по-другому в простонародье олигархи. И поэтому КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, предлагает именно национализацию стратегических отраслей экономики и системообразующих банков. То есть вернуть в государственную собственность бывший Якут Алмаз, бывший Якут Золото, серебро, там, Якут Уголь. Ну, много чего у нас есть. Это я вам назвал только основные. Почему? Потому что эти основные республикообразующие, я бы назвал, предприятия были переданы в частные руки. То бишь это все стало частной собственностью нескольких людей. Поэтому мы, когда с вами ходим в фонд занятости, да, мы обнаруживаем 37 тысяч безработных. И правительство отчитывается без всякого угрызения совести, что у нас появилось 37 тысяч, но при этом она отчитывается, что было добыто сколько-то серебра, а именно 80 тонн, 40 тонн золота, алмаза, бриллиантовая промышленность составляет 2,5 миллиарда долларов почти. Якутуголь продан, Якутуглем было продано в этом году, на прошедшем году, 14,5 почти миллион тонн дорогостоящего коксующего угля. И они говорят, что денег нет. Это неправда. Денег много, очень много. Если бы мы, представьте себе, завтра передаем это в государственную собственность, а именно собственность Республики Саха-Якутия, эти все ресурсы, завтра же, послезавтра же, этих 37 тысяч безработных просто-напросто не будет. И будет не хватать рабочих рук, наоборот. Потому что создадутся заводы, фабрики, рабочие места новые. Ну, пока вот так вот. Поэтому мы, когда перед вами выступаем, коммунисты,
Вы иногда удивляетесь, что такое строительство обновленного социализма, а вот это, об этом я говорю, то, что сейчас выступил. Это и есть обновление нового, вернее, строительство обновленного социализма, да? Поэтому КПРФ еще в Государственной Думе вот, того созыва инициировала и приняла закон о стратегическом планировании и о промышленной политике. То бишь, как наш сейчас кандидат в депутаты Государственной Думы, бывший экс-губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко в Иркутской области принял пятилетку, план, да? А именно мы предложили-то закон о стратегическом планировании, чтобы, помните, съездами принималась всегда программа на пятилетняя. И за эти пятилетки мы строили заводы, осваивали Селену, строили БАМ с вами, да? А почему бы нельзя было на какую-то энную пятилетку, да, в план ввести о строительстве моста через реку Лена? Ну почему бы нет-то? Приватизированные предприятия, если вернуть государственную собственность, а мы с вами внутренний валовой перегональный продукт за 2020 год имели 1 триллион 200 миллиардов рублей, а мост всего стоит по проекту 83 миллиарда рублей. Это представляете, сколько мостов бы мы с вами построили? Вот такого крупного. А мы говорим, что законодатель говорит, или исполнительная власть говорит, что денег нет на строительство моста, а сами продаем тоннами угля, тоннами золота, тоннами серебра и нефти. А где? Вот, где они? Ответ простой, они переданы в частные руки. Они не хотят построить мост. Им это даром не надо. Они живут там, где-то в Москве. Даже не тут они живут. Поэтому вот такой пунктик. Богатства России будут служить народу. Земля вернется в общенародную собственность. В собственности граждан останутся земли личных подсобных хозяйств, садово-огородные, приусадебные, дачные и гаражные участки. Все. А человеку-то много-то и не надо. Зачем ему там миллионные гектары-то поля? А кто-то ведь хочет и такое. И при этом он не может организовывать, потому что у него плана этой организации-то нет. Он не умеет организовывать, потому что он не специалист этого дела. Государство только с его институтами может планировать вот такие вот крупные животноводческие комплексы. Совхозы, помните, предприятия, которые пашни, хлеб выращивали и так далее. Ну, хлеб-то, может быть, и мы выращиваем, только вот перемалываем мы неправильно, где-то там за границей получаем муку. Зерно и то уже не можем. Вот куда мы довели страну. Вот поэтому Коммунистическая партия Российской Федерации, выдвинув меня кандидатом в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу по республике Саха-Якутия, номер 24, будет требовать, когда я стану депутатом Государственной Думы,
то, что есть 10 шагов принятой программы Коммунистической партии Российской Федерации на съезде, 18-м съезде в Москве. Недавно это было. Поэтому, люди, дорогие избиратели, я вас прошу, вы только выходите на выборы обязательно. У нас привычка появилась какая-то, что мы не будем ходить на выборы, за нас проголосуют. Вы сами себя подводите этим. Надо ходить на выборы обязательно. Обязательно приходите на выборы. Проголосуйте за нас, за коммунистов. По одномандатному округу Амосову Петру Револьдовичу проголосуйте. За меня, то есть. А мы свою программу выполним, и она вернется новыми рабочими местами на местах. Поэтому 17, 18, 19 сентября приходите на выборы обязательно Государственной Думы и проголосуйте за Амосова. Номер 1. Спасибо.